Вітаем сегодня 26 снежня 24 года. Мы, як и ранее, находимся у Рызе, столице Латвии. И сегодня у нас есть только полдня. И мы хотим показать вам готель, у яким мы спынялись. Зараз мы уже вышли, освободили номер, але покинули наши речи и идем еще погулять. И за нашей спиной, вот там, значит, этот готель называется Ибис. Это сеть таких готелей. И я зараз специально... У Вильні так само ну, есть. В Вильне есть. Да. И я зараз хочу развернуться и показать, як у одним кроку он находится от чыгуночного вокзала. Поглядите. Ну, башня Рига, это вот и есть вокзал. Рижа, башня и... Вот. Латвия, Вот там вокзал, Латвийская чугунка. Вот буквально по диагональке пройти 3 хвилины и этот готель. Вельми зручно. А автовокзал буде ось туди и налево ось туди, и так само не так далеко. И наша улица Марияс Ела. Так, да. Зараз Марияс Ела. мы пойдем мимо нашего готелю, и я вам его покажу будинок, и мы были на 4-м поверсі. Старый историчный будинок. Да. Ну, конец 19-го столетия, початок 20-го. Я зараз показываю только назву вулицы, але это не адрес готелю. І ось такий будинок з червоної цегли насупроть якраз. Ну и мы идем на супротилеглом боку вулицы, как там? Марияс Ела. Марияс Ела. Улица Марии. Мария. Ела это улица. И вот, глядите, вот на тым боку, вот наш готельчик. Сибис, да. Поглядите, давайте спинимся и... Что? Назва, но она же и тут, нет? Тут не наша. Тут нема. Ага. И вот мы были вот первый поверх, другие, третий и 4-й. Я думаю, мы вот тут, вот, по центру, вот здесь, вот, мы не могли выглянуть на дорогу, потому что вот что с ним мешало? Оказывается, это вот такой какой-то, бачите, приступочки, ну, такое, ось наши там, альбо гэты окно, альбо, у нас одно. Внутреннее отчинение, это наше. Ага, это якое, вот от этого балкончика. Раз, два, три, 4. Слева. Раз, два, ага, вот это. Ось это окенчик, я думаю. Ну все, ось таке. Такий фронтончик пригожий. Да, фронтончик пригожий. Ну, что я хочу сказать. Сколько он коштовал? Скажи, мы криху расскажем. Ну, с сніданками за 2 ночи, вот на 2 человек 140 евро. 140 евро на 2, 145 на 2 ночи, двуспальные, 2 кровати и со сніданками. Сніданок вельми добрый, хочу сказать. Выбор нормальный. Все, что звичайно положено, омлетик, например. Я обожаю. Обожаю омлетики, все. И там все, весь набор, и кофеек, и все, и творожок со сметаной, и блинчики, и сырники, и кашки, и сосисочки, и такая ветчинка к омлетику. Весь набор городнины там, оливки и шпроты рижские. Можно было взять. Але сам номер вот святимых, это, такие стиплы. Так, больше хочу сказать, кто привередливый, то раю брать больше дорогие, може поки що, тоді там буде, Вельми смачно оказался латышский творожок. Творожок, да. Ну, у самим номері все, так, більш-менш аскетично. Стипло, аскетично, і мебля, і наличие там усього. И, поскольку мы с Олежкой не привередливые,
Ну, абсолютно. там основной набор всех есть. Видите, какие тут дома. Вообще вот так любят шпили. Я вражений Вот на дом, каждом такий углу класний дом. шпили. О, поглядите, який А, дом. мать. А? Ось з нами, я вражений цим домом. Супер, он все Так само, он и башенка, и шпиль. И на всех На трех всех тут. углах А, башни. тут на всех. По И центру за фронтоны, нами еще так само башни. будет. Да. Фронтоны, Так, где тут зеленые? эркеры, поглядите, эркеры. Эркеры, да. Мы зараз идем, протягиваем идти по этой улице Маріус. И я хочу сказать, что сегодня мы вирішили за той час, який у нас есть, пару годин, мы сходим у, як сказать, у сучасную Да, Ригу. нет, это как бы новый город. Новый город. Ну, Ну, які не були старый побудовані, город, да. только потому что коли побывать только вот там у старым городе, это не лечится, что вы побывали, например, здесь там. Это как в Турции, побывать на курорте каля моря. Зовсім не означает, сами турки кажут, что вы наведали Турцию и побыли там. Тому какой-то такой больше-меньше просто больше сучасные застройки. Ну, как бы не старая Рига, короче. Ось пропонуем вам пройти з нами і поглядеть, як виглядають вулиці, доми. Ну, точно як в Люди. Шерлоке Холмсе. Бачите, що тут здимався. Ага. Лондон. Шерлок Холмс, до речі, тое, що я показала, я потім довідалася у парня в гэтым готелі Юстис, што гэта не той дом, які быў Бейкер-стрітом у фільме про Шерлока Холмса і доктора Ватсона. А треба було якраз обійсти за вугол, там амаль весь гэты такі готельчик, квартальчик, і туди десь дом 22Б. Б означає десь во дворах. І він сказав, там у дворику. Але у нас вже не було часу. Темнело, а ми хотіли піднятися на вежу, каб ще побачити Ригу, поспеть. І тому ми вже на Бейкер-стріт не замахнулись. Але то, что я вам показала, может вполне сойти за Бейкер-стрит. Вообще все. Ну, а на Конштирлица там и этого Плешнера, это уже треба глядеть кадры з фільму і потім приблизно уявлять себе. Да и все. Ну, тут такие вот дома. Вот мы идем. Солидная такая вот В основном эта. стиль модерн. То есть это забудова конец 19-го, початок 20-го століття. Мы перейшли на інший бок, каб показать ось той бок вулицы Маріус. Мы еще один квартальчик пройдем и повернем налево. Зробим такий квадрат. Ну и вот поміж такими солидными и такими домами, вот, опять с башенками, вот такие троллейбусики ходят. У Менску, хотел сказать, у Ризі. Блакитно-белые. И мы бачим такие древляный дом. А что там находится? Вниз. Сервіс. Какой-то сервис, РПР, крама. Да. Ну, вот такой вот домик. Он как бы его вот так и покинули. Это, кстати, уже А другая, между это уже такими. не Мария, что ела. А, ела, это уже- Очака ела, да. Что, она уже там поменялась после перекрыжевания? А вот, глядите, что там? Какой-то... Манс, Намс, Манапилс. Намс это дом, Пилс На- это замок, Мана мой. Глядите, какой-то как... Я понял, я переведу тебе, слышишь что? Ну. Манс, Намс, Манапилс. Мой дом, мой замок. Моя крепость. Да, моя крепость. Ага. И вот он и в виде крепости зроблений. Гляди.
Правда? Ось. А, на, Тут пригружено люди. а наступний дом, видите. И сколько вот поверхов? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. С такого всего там. Ну, он просто Известняка? такой пофарбованный. Нет, это тиньковка. Пофарбованный. Просто пофарбованная тиньковка. Ну, ось такі, різні такі. І вони отримовуються різнокольорові. И все, это моется еще такая вещь, ведь все дома, все разные. Всі різні, да, нема. От, Кожний ідеальний проєкт, кожний ну, у виключно- Вільні це так само. Ось глядите. з фантазією. Это фисташкового цвета ось той дом. А наступний більш шерий вже буде. Ну, а тут Крами. трошки запущені. Тут вот, какие-то, тут это как Нотр-Дам, треба отмывать и будет беленький. А, как сюда пустить Макрончика с его сродками. Окна вон стоят отчиненные, Ага. там побитое шкло, то есть он явно Ой, он на ремонте, мы же не денничая. И он такие не живые, не А які. наступний, вон покажи під А наступний, от воно перекрижування. Все, опаковані. Гармонія совместна, три кольори Ну, основні. а тут вот у нас. Ну, давайте поглядим витринки, покажу вам, які тут моди, які польти. Глядите, якое пальто симпатичное. Ну, Вот, подотушки. ну, Абгерби ун аксессуары. Одежда и аксессуары. ага. И у них, Видишь, у них у них ун, Ун это а, и. а в литовском ур, да? Да. Или ир? Ир. Ір. О. Ось так. Бачите? І ось воно перекрижування. Это улица, по которой мы зараз ходим туда. Ми зараз будемо повернемо наліво і на яку-то Самая вулицю. богатая улица. На Лач-Плеша. Лач-Плеша ела. Лачплеша ела. Давайте А поглядим. вот написано, кебаб нет. Нет кебаба. Да? На самом деле кебаб-ход. А то нот. Ну ладно, ось такой покажу туди, а ми Ну, пойдемо. там, видишь, наступне перекружування, знову башенка. Там Да, перекруження, тоже. башенка. И тут же вот, Да, вот. вот башенка, башенки вообще. Ось так. Ідемо туди. І так, в общем, протягуємо йти по этой вулиці. Хочу вот звернути увагу, що є велодорожка. Але зверніть увагу, от коли ми йдемо по всім вулицям, ні водного дерева нема, ні водного газончику, якоїсь травки. Наприклад, коли вивезти собаку, то я не веду. Ось ці дійсно зможе собачка справити свою нужду. Ну от знову драуляний дом ми бачимо поміж такими яліками. А от цікаво. Ну, Латвия с Баптисту Драуджу Савьениба. это вот это? Да. Дом? Дом латвийских баптистов товариства. Ага. А учора ми побачили увечері рижське, латишське громадство. Такий будинок пригожий. Але воно називається Рижське, латишське товариство. Ну, і як це розуміти, я так зрозуміла, що у них є у різних городах латишські товариства, от то було менавіта Рижське. І собі такий будинок. Там, Пам'ятаєш ще? А ще ми бачимо будинок, де Народний фронт обвестив боротьбу за... Да, ми побачили так само будинок, як аналог Білоруського народного фронту, латишський якийсь там народний фронт, який був сформований где-то в 1918
88-му. Ні, подожди, а які вони приймали за незалежність? Ти ж казав, Це як би не... Обновление незалежности. Это же наш час, вообще, Ну так это обновление, а 1988. сам фронт был тогда сформирован, нет? Нет? Окей. Ну все, ну так это... Вот такие вот хочу показать домик с такими прибамбасами. И вот Там опять с этими с такой опять церквями. башней, башенкой такой, пиками. Это английский такой голландский стиль дома. Бейкер-стрит, может, А вот сойти. тут трамвай ходит. Тут трамвайчик вот. И идет понижение такое. Мы пошли крыху вниз, и идет дорога. Как бы и так. Как у Сан-Франциско. А далее снова вверх. И тут как бы понижение огульное такое в улице. И тут пустили трамваи. Ну что за перекрыжевание? А? Ну и что пойдем? Еще пройдем, но вот Да, зеленый. Давайте. Так, видите, это вот идет Барона Лайн. Это вот Крещана Барона. Это вот где тут бульвар был Баронов по центру. Вот это вот мы на него вышли. Ну да, там ось паралельно з нами, як ми йдемо, от ти, згадайте, учора вечором показував вам бульвар, весь в огонечках такі по центру, этот древо. Ось він йде паралельно, а ми йдемо зараз паралельно. Потім ми туди свернемо налево, так, і я думаю, дойдем до этого бульвару и по нему вернемся на... Мы немножко туда еще пройдем. Окей. Ну, глядите, до чего мы дошли. Мы дошли до какого-то новый рижский театр на тим боку. Ось як він виглядає. Серед домов. Такой у него этот увоход. Над уходом козырек, а над козырьком какие-то штыри, які його тримають, може. Как трубы какие-то, вот, глядите. Водосточные. Ну и знов next to it идет уже древляный дом с мансардными окнами. А внизу всякие бутики. Ну и опять перекрыжевание. И дом с башней, со шпилями. Как замок. А? Все отремонтовали, Ага. как замок. Як замок, от Олежка каже. Чистенький, відремонтований. А вот, а насупроть, вот хай-тек. Вот поравнайте. Что вам подобается? Такие 20-е стагодие, 21-е такой вот хай-тек. Или конец 19-го, початок 20-го стагодия. Еще идем далі? Ну, ось пойдем далі. Ще квартальчик. І так, перейшли перекрыжевание и бачим дом. Дома такие, опять фисташковые, а тут шеренькие. Что, Олежка, ты кажешь? Первый раз? Вот побудовы, 1900 ровно. О, бачите, ось початок 20-го стагодия, 1900. 124 года. Ага. Уже май 125 этому дому. О, А виглядає як, обледіться. глядите, як виглядає. Там явно портрети этих самых маски господаров Ага. на версии. Ну, ось як Олежка каже, що ось ці побудови активно йшли до початку Першої Всесвітньої війни, где-то 14-15 год. Ось такі доми будувалися, і тут как бы Рига процвітала, Рига да? квітнела, потому что Квітнела. да, гандлевые шляхи сошлись. Да, тут сошлись. Везли пшеницу с Украины сюда, Ага. потом продавали в Немеччину, в Европу. І ось. Вот, и на этом благотели рижский, купцы, рижский бизнес поднимался. Плюс до этого была революция 1905 года. Бизнес ударил дорогу, как бы, да. Это роскошь бизнеса по всей Российской империи шел. И это вот особенно особливо в Ризе. Вот мы бачим такие Ага.
Да, урізі такі. побудови, да. І, але бачите, що от, некоторые, чому древляні доми поміж ними, да? Что они? Заховались еще с 18 Заховались еще с 18-го. Не поспели А їх не выкупить, поспели. да. От, ми так уявляємо, що все було в древляних домах, так? Так і було, да. А поступово зносилися вони, і на їх місце от будувалися от такі ось. От. А які-то не поспіли. А потім почалася війна, і так вони Все замерло, да. все замерло. Вот мы Цікаво, що до гету на вони. межі старого города и нового, там был такой дом, была вылезала на углу надпись «Третье Рижское какое-то товариство кредиту». Вот, то есть такие товариства возникали, они кредитовали друг друга, своих сябров там все. И расцветал бизнес. Глядите, какие Так сделано. вензеля вон какие всякие, или как это называется. Вот такие дом с таким. Архитектура, это архитектурные объекты. Дом Бачите, приложен, да. такие вот балконы, может, тоже сучасные какие. А до Так, речі, о, ми вийшли к Российской Православной Церкви. О, твоя любимая. Имперская, вот это Ты вот, ее сегодня это, узгадывал в этой вандровке нет, 155 раз. это вот типовый, это небось какой-то початок там 19 століття смеркнучий по архітектурі. Ну, сам, конечно, я жартую на контолешке, так? Да, ні. И православной церкви. Это я просто, а то вот эти некоторые тут я это ведаю, исторический помник. глядачи уже будут радостные. Архитектурный помник. Вот это вот Это архитектурный классические помник. колонны, да. Я и там эти все. Это вот тоже, это что, вот получается вот такая Колокольня. колокольненка такая. Это когда это это- кафедральной площади. Це, до речі, циліндрична форма, він мені не характерна для А православної глядите, церкви. как она в углом стоит, на, Да. как бы на улицу, в Причем, углом. если это Вам мог быть бачно? какой-то лютеранский, мог быть лютеранский собор, который потом переродили в православную церковь под час Российской империи. Ага. Повернут Дальше как-то деревянные сюда. колонны, деревянные. Деревянные? А главное, что повернуто видно на какой-нибудь исход, заход по их прибамбасам этим Нет, это православным. просто планировка была городская, видишь? Это все по-новому. Давайте я вам лучше покажу ось такой дом. На вот. Гляди, а зараз які доми тут. Ну і там от ми пройшли. Ой, наверху які там зубчики какие-то. Ой. Конечно, эти супрацовники всяких этих вот религиозных себе, конечно, таких же будинки отбабахали там и у центрі городов, звичайно, и с всякими этими. И, конечно, они там и святкуют, и там и живут, и балдеют. Конечно, им нужен Вот прихожанин. этот бульвар. Вон помник незалежности. Стелла, видишь? Вот это Да. Ага, глядите, сябры, мы дошли до какого? Мы бульвара дошли. Ось. Бачите, учора мы были там с вами. И дальше старый город Ингляде, так? Вот этот помник незалежности. Ось мы до його и дошли. А летом рух спиняется, и они там разъезжают. Направо-налево, а далі йде пешо. Ось такий дворик ми бачимо. Шлагбаум, такі воротики. Там опять уже, да, вот мусорочки, сметницы. А ось я хочу показати на тому боку ось такий дом з какими-то там, з чим вони вот эти все. Вот Так, такое рустовое, руст это называется такие. ростове. Да, как не будут такие великие церлины. А вон туда посмотри, какой-то собор. Ага, и пойми, что там И при опять этом взяли- шпиль. И при этом сучасный. И вот, И вот глядите, такой хай-тек. сучасный, как паланги такие. Да. Да, хай-тек тут так само. Ну, а насупроть хай-тека вот мы идем. Тут что? Дровляные? Дровляная стала. Дровляные, смотрите, в Второй окна дом. со ставнями. Да, типовая такая российская усадьба.
с фронтоном сверху. Глядите, ось С така, я верхнім этажом, криху да. так сюди Со ступлю. ставнями. О, глядите, такая блакитненькая. Ось. Ось такой ось домик. Прямо насупроть, напрост насупроть хай-тека. Там кавярня, там кавярня. Там кав'ярня, я смотрю, у кожному в окне что стена. О, видишь, что это всё? We are open. Такие очень подвели. We are open. Окей. Ну, о. Ось така ось. Вот больница это. Зараз. Ой. Вот такая вот кав'ярненька. Ты знаешь, что это? Это бедных частуют. Раздают подарунки. Ой, господи. Да. Ну вот. И какую он назву має? Усі вандровки тільки по соборах і по церквах. Смотрите, какие дома судовные. Ну дома, ладно, окей. Ну це вже Судовная площадь. учора у один зайшли. Я просто постояла 2 хвилини, не смогла. Я як на поховання зайшла. Вот балкончики такие. Вот это вот пригоже. Ну вот что-то такой как бы незвичайный дом, такие вот, видите, всякие такие балкончики, фигурки. Ось зараз приближу, наближу. Может покажу, что какие тут вензеля, какие там. Нічого з собою зробити не можу. На мене вся релігіозність, всі ці догми, всі ці процедури наводять огромнейшую скуку. Ось тут. Пригоже. І що от знешне, да, там, знаєте, як помник старини, эти ось там собори, там это церкви, там или что, cathedrals, можно еще как бы костелы поглядеть. Но эти службы вообще, и они, конечно, меня удивляют, что в 21 столетии люди до этого как бы в этом цікавятся. Змей. Как это называется? Церковь ти что? Божница? Божница это Да. что? Это, ну, Собор, церковь. Вот вчера сказала по- девчина, что Смотри. это Saint Peter's Church, правильно называется. church. По-французски будет église, то есть французское название церкви. По-английски church, по-немецки кирха. То есть, ну, А тут что? по-турецки божница. Вот написано божница. Ну, значит, церковь. Церковь, то есть, Гертруда. уже вот окно. Вот, над ним голова женщины и 2 змеи. Вот, так над каждым. Я просто наближу, а там Да, да. я щиро скажу, я не бачу змей, де женщина. Я просто вот наближаю, а потом на экране своем уже Ты разгляжу. уходишь, ну, вот, Куды? Вот тебе окно. Вот я взял. Вот. Давай, Теперь нет, наближаем. я уже наблизила. Так не, тут не балкон, а в окно. Правее, вот, и вверх, и выше, вот. И Вот, что? вот, Ну и вот. что? Ну что? Вот, Так. вот женщина, и 2 змеи. И что? Вот что в Ну, этом? это какая-то медуза Ай-яй-яй. Гаргона, Ну наверное, все, ну. ай-яй-яй, ради этого треба Вот було все такие. мяне турбанить хвилин 10, да. что тут дом со змеями. Господи. Ну ось от той Гертруды заходить мы не стали, вошли и глянули, что там иде вроде служба, развернулись и вышли. И ось крыху только проходим, и тут перекрыжевание великое, такой busy traffic. И такий огроменный дом, опять с башенками. Ну а насупроть вон какие шери, які. І ми пойдемо ось туди. Ну, от ще пригожий домик.
и башенка, и треугольное, что такое. Явно бачно, что архитекторы тут конкурировали. Чей дом пригожей. Придумывали. Да, как завлечь покупников квартир. Потому что это такое просто музей. Конкуренция. Да, слухай, ну от тоді будували вже ось стільки поверху, що ли. А як яни, ну как бы ти говориш, там, ну квартири, ну як там води, електричество, не там, было же прибиральні, вот Не это было. все, что, канализация. Было уже все. Не, уже все было. 20 Ну. столетия уже все працевало, да. Ну вспомни фильм этот самый, 12 И стульев. что, и воду подавали Ну, туди это уже? 12 стульев, помнишь? Это что вот такая история, запрацевала. Были дворники, у них было свои кочегарки внутренние. А вон эта церква. Ось мы вернулись, обошли, да? Да. Ну и ось идем по этому бульвару до помника свободы. Перед нами ты... Мы протягиваем идти по этому, как он называется? Это Головно. Бульваровск какой-то. Бульвар. Да. Ну, головный этот Ровос какой-то. бульвар. И я хочу сказать про надворье. Про надворье, яке ми тут застали. Учора нам вельми пошанцевало з надвор'ям. Абсолютно з неба нічого не сипалося, не шло, не падало. И было довольно тепло. И мы обошли столько людей, гуляли с детьми. Ось, и было приемно. Как раз на Christmas Day. Сегодня Boxing Day, 26 снежня. Ось, як ви бачите, ми вийшли. І маркосуха я это называю. Где морось такая с неба падает. И камеры снимать, конечно, отсыревая моя Напереди камера. там какой-то урадный, ну, великий будинок, Максимок может урачного. Я не Ось, вычаю. і ми зараз вот уже подходим к этому бульвару. Мы зараз пройдем по этому бульвару до этого помника. Да, да. І потім я, напевно, вже спиню нашу прогулку по О, мы сьогоднішній. дошли до Редисон. Мы еще его бачили. О, Якое-то? Редисон Блю. Рейс. Ось, і я спиню, і тільки потім вже автовокзал покажемо і сядемо в автобус. Ось так. Ми зараз Мы вирішили пойти зараз не по вот этому центру, а пошли по левому боку. І ось побачили такий будинок со стягами, с колоннами, с этим крыльцом. И, конечно, тут написано, герб покажу отовський. что Впервые. тут находится, ну, что это? УРАД. Кабинет Это министров. кабинет министров. Ось. Что мы понимаем под УРАДом? Правильно? Объединенный переходный комитет. Ой, блин. Об'єднаний приходний Ага, комітет. ага, объединенный. Все это понасоздавали. О, погляди, бачиш? Вот герб Латвии с львы. С одной Львы, боку окей. Да. А Другой- тут что написано? Литвус Республика Лавсканцелярия. Есть какая-то канцелярия. И вот глядите. Хочу так для ржаки показать. Ось УРАД латышский. И он находится, альбо насупроть яго знаходится. Поглядите, что. Что, папа, скажи? Блин, у меня язык не Российский поворачивается. Собор православный. Ну, Ой, кафедральный, блин. там, уголовный, ну. Тут латыш- Это типа этого, как там в Москве называется, этот, как его там. Ну, вот самый главный, этот здоровенный, на месте там бассейна, как там. Которые развалили, потом продавали. Ну, какой там? Я не памятаю. Ой, ну блин, где они все там, основное все. Хочу показать, блин, где тут проздревы, да? Поглядите. Поглядите, что. Ну как такое вот еще может тут заховываться? Вот как бы это.
Ну вот что мы хотим потом, это самое, ну. Еще при царе было побудовано. Каком царе? Ну так цари уже давно. Ну, Цари так, заховалися до Церква ж гэту. дзейнічала. І ось тут сюди, там готель, тут урад, ось. Ну і ось такое ще заховується. Ну, я не знаю. Я так розумію, що це президентський палац. Тут ось ще будинок Побач притягується. з Не урадом. знаю. Я рада, що у Литві, у Вільнюсі я не бачу такого вже. Ну и я хочу сказать, что когда мы ехали, я как бы думала, как мы там будем, потому что латышская, на латышка будут, ну как бы, может, как-нибудь там все что-то испытать, это обслуживать. Думаю, ну ангельская выручать будем. Буду хрестаться ангельской, потому что как бы в Оголе боялась. А тут я в Оголе не чую латышской мовы. Практично не чую. Усё по-російську, усё. Так что некоторые могут быть абсолютно спокойные за то, что никого тут никто не прищемляет. Все по-российски, во всех крамах, во всех местах, на чистом. Только вот некоторые помоложе размовляют криху с таким акцентом латышским. Але все равно по-российски обслуговують і все. І сярод туристів я Олешка чув польську мову, литовську. Литовці тут була група. Наприклад, здесь така була екскурсіонна поляків, ну, може, інглиш я чула. Латышей я вельми мало, навіть на Крисмас-маркеті. І тільки російська мова. Паусюль. Тут ось побачили помник. Что это за помник? Это крыш или что? Это типа крыш или что? Ну, типа крыш, да. Вот. Он был, это Ион и крыш. И вон это кто? Кто это? это? Відомий литовський діяч, здається, це поет. Латышський. Латышський поет. Глінарс Астра, вот, який був в'язнем ГУЛАГу. Вот у него написано Астра ГЛ. Советский, на его карточке. Вот это? Да. Это вот Не как бачу. символ того, что латыши змагались за незалежность, охвяровали собой. Ну, ты хочешь сказать, что это политвязи? Да, Ну конечно. так скажи это. Вязи ГУЛАГу. Символ политвязнів латышских. І гэты помнік больш цікавий. Вот он кто был. Ось. І зараз це вот, просто вот, побач з Урадом. Такий скверик, який я пройшла спочатку мимо. І ось так. Вот тут написано, это помник Гуннарсу Асера, відомому латышскому борцу за мир, суперз комунізму, ахвяру комуністичного терору, який загинув у концлагері, помер в 1988 році. 988? Так, ну так. Ага. А, ну это тоді, коли Да. совок этот розпадався, так? І вони змагалися за незалежність. Угу. Так? Что там написано? Ну, может быть, он помер в 88-м, но он сидел, короче, в этих самых, тут его слова приведены, что я верую, что придет час, когда там Латвия будет свободная. А коли арештований був Ну, не тут написано, не- да? да. Но он написано, что он victim of communist terror. Ну, А, ну все, да. victim of communist terror, этим все одразу сказано. Вот, в 83 году Угу. Верховный суд, который был в этом будинку, вот в этом, приговорил его, значит, за антисоветскую активность к тюрьме. И он там загинул, да? Может быть и так. В да. тюрьме. Ну, 88, да? Да. И он там, наверное, помер, прос- тому простая его года, как да, бы конечно. и ахвярой такой является символом боротьбы. Ну, ось такой Коли помничек. так, то він не дочекався как бы незалежної Латвії, от, год був літерально 2.
Ні одні туристи вам такого не покажуть. Ми вам показуємо ексклюзивні місця Риги, а не тільки старий город. Мы дошли до помника і пройшли далі. І от зараз вже вертаємося криху у наш бок, у бок готелю, де покинули свої речі, щоб забрати їх і йти вже далі на автобусну станцію. Так ось, пам'ятаєте, вчора я показувала ці круги, я не знаю, зараз не світиться. А вот этот вот жук какой-то светится. Ну и коли вы уже познаете, то ось оперный театр на тим березі. І там фонтан ось той. А вчора я показала Туль сюди. А зараз ми йдемо вже. Ну, зараз пошанцевала тим, що уже вот море вокруг скончилося. Недавно ще прям лила. Что это за скульптурка? Загорає. Тут место отпочинку ли? А що вона так стоїть, стоя загорає? Солнце? Нет, солнце. Она что, naked? Срамота. Я не чекала від Риги. Папуся, а ось, гляди, яке дерево. Я бачу, не надо, я хочу на ровер ходити. А ти можеш... это? Ой, сними меня на отрыве. Да. Видосиком ось я отойду. Ось пройду так. Ой, ну я тут и не залезу. Конечно. А? Не, да. Я, конечно, не залезу, так уже молодь взяла. Тут сеточкой натянута. Ну, але ж я ось так от могу. Ну. Привітання з Риги. Хтось Там, по-моему, шапочку- Пальчатка. А, шапочку. Шапочку забыл. Забыл. Наша вандровка подходит до конца. Наша прогулка по Ризе основная. Мы поспробовали показать вам цікаві місця, доми, достопримечательности. Сзади меня ось помник той. Я думаю, он такое латыши под статуей свободы. Это называется памятник свободы. И только там женщина факел тримає, так, у Америці, а тут тримає 3 зорки. Ну, Так, она вот тут потримала 3 зорки, а потом пошла сюда и позагорала. вельми подобно, так. Да. Ну ось так що сподіваємося, що вам сподобалася наша вандровочка. І ви так само побачили Ригу разом з нами. Ну, ось така конструкція каб'яна. Ой, бачите, як у камери вона міргає? Насамрэч вона не міргає. Я вам уже казала. І ось папуся. Ось там тоже роверист поехал, только мимо. Ну что ты? Ось ток в недоразвитые районы вырабатываешь, да? Як казав Аркадий Райкин. Балерина вот крутит свое фуэте. Зря. А если, говорит, ей к ноге провод этот прицепить, и она будет вырабатывать электричность в недоразвитые районы. То есть такой был советский гуморок. Зараз латышский гуморок. О! Ось так.
Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Я буду долго гнать велосипед. Добре. І довго ти будеш гнати свій велосипед? Свій ровер? Не приеду в Минск. Угу. А что у нас тут? Пропеллер крутится? Не, статичный. А, ну он не металличный. А, и он светится. Там это вот там металличная вот это, а вот это такая провод, ось, и он, напевно, и колесики тут пригоже светятся, нет? Ось. Ну, пожалуйста, ось, плати. А, покрутить, наверное, платить треба. Не? Не видно. Ну, добре. Все, Что ты за Всё ясно. за ровер такой? Как покрутить, треба платить. Наоборот, треба. ай, ну все. Протягуємо з вами променадик. Тут такий мостик, який веде ось до Оперного. О, папуся гроші кому-то там кинув. Я навіть не бачу, хто там. Детенок, да? Детенок. Кто там, детенок, да? Нет, это не детенок, это женщина. А, это такая женщина? инвалид, да. А я Я не так сама бачу. думаю, что детенок. Ага, Нет, ага. пожалуйста. Вот это женщина. Ось, бачите, не древа берегуть, так огорожують. Ну там вот скамеечки, хоть можно посидеть. Таки туристам весь час, нема часу здесь посидеть. Вот ты таким, про як это, ми. что ты спрашивала? Мы всеми днями на ногах. Ты пыталась, Ще свої а вандруги. как вот по отеплению, ля-ля-ля. Вот, бачишь, это не чат побудовали, а это комин. То Ага. есть у них працювало автономное отопление. Угу. І зараз И они так разогревали там працює? сцену, да, зрительный зал, все было. Навіть зараз разогревали. можна Ну, зараз я хочу, що не працює. і Ну, працює, не ти збирати думаєш? його ночью. Конечно, ну, центральное отопление, это уже не треба. Але коли не будували, то... Мені от такі фонарики подобаються. У них тут шмати там у центрі, у Старої Риги. Ризі такі ліхтари такі. А ось як би під старинні. І вони горять увечері. Не тільки декор. Ну, ось ми как бы доходим уже от этого воды, от этого каналу. Дорожка доходит и выводит уже в цивилизацию. А там у них питомник, чувак сидит. Итак, мы идем уже на автовокзал. Мы забрали наши речи. И хочу показать. Вот это рынок, это сбоку. Там такий будинок рынку, оказывается. И за его пройти. Ты только подоход, конечно. Ну, нам так подсказали. И мы бачим тут опять водичку. А это вот тот самый обводной канал, где мы ходили. Оно тут Это под той же зелёным, самый, вот где это мы шли в парке с вами. да. А вон Видишь, лодочка он какая-то. долбался. Да. Тут так тихо, канальчик этот. Так водичка тихо течет. Качки. Вон там качечки, да, уточки. И мы про мостик. И вот там вот это будинок. Это автовокзал автобусный. Ну, там вы бачите. А там что за шпиль у нас этот? Наш пёс. Святой Петр? Ну, глядите, там, где мы с вами побывали. Бачите, Ну, вот люди ходят, не видят, да. вот. Нижний ярус, самый широкий. Там мы с вами побывали. Петушок. Вот. При дневном свете вам показываю. О. І він отсюль так само бачний. А во, глядите, что там едет? Это такая городская птичка, которая излучает левый берег и правый. А, это, да. Она ездит на левый бок, да, тут где микрорайоны новые. Ми, до речі, знаходимося на правому боку, ось тут, гэта Рига, гэта Двіни і Даугаве.
А ты, то там на тим берегу, той левый. Сябры, когда мы дошли до конца этого рынку, мы побачили, о, пошли, люди идут. А вот трамвайчик тут едет. А мы перед трамвайчиком скопнем. Оказывается, вольный переход, без светофоров, без переходов. Это без зебры. Все, кажется, так, лавируйте и все. О, на каналчик. И вот, глядите, там еще это рынок такие велиза. Рынки, это еще Это рынки, глядите, сколько будинков. Да. О, вообще, я не уявляю, сколько требуется часу, как их обойти. Значит, тут с пирсами, все, тут кораблики Ага, сюда тут- подплывали. Вот, Тут торговля шла, да, кораблики да. Прямо всплывали. сюда и шли, да. И вот рынки, да, и вот тому тут возникли рынок. Огроменные, можно сказать. Ну ладно, нема же часу. Ну, ось, а ми возі до будинок автовокзала. Такое вражение, что это речной вокзал. Речной, да, он, напевно, таким, как бы, з'являвся. Вот так птушки кричать. Ау, як чайки. Это чайки, что ли? Да. Так это чайки есть. Кажу, птушки, як чайки кричать. А на самом деле это и есть чайки. Может, тут и сувениры есть. Ну вот, мы пришли, зараз будем все разведывать. На автовокзал. Вот наши, смотри. Ось так виглядає автовокзальчик, зал чекання, табло. Ну, такий невеликий. Місце для чекання зовсім не шмат. Там касси. Ну и все. И криху там какие-то торговые. Ну, наприклад, ось тут така кафешечка, де можна перекусити, де ми зараз і перекусимо. І тут вот какие-то ще магазинчики. Ось так виглядає. Итак, мы уже у автобусе. Ось платформочка тут такая. Мы там сели на наш автобус и наш вокзальчик. Ось авто. Уже бачимо з окна автобус. Вот, перед нами есть у автобусе, перед кожним есть такие телевизорчики. Ось. Ой, я докранулась. И что тут? Что-то изменилось у меня. Тут что-то надо навести, это что-то должно заработать. А у тебя? У папусі. Ой, мы отъезжаем якраз. Я якраз включила сябри. Ми. Ой, там бачите? Вежа наш. Baudinai sekė Liuksis Pesas Vladislavas Dvešius iš Rygos į Vilnių, trukmė važiavimo apie 4 valandas. Добрый день, уважаемые пассажиры. Я Владислав поведу вас с Риги в Вильнюс по тяжелой дороге около 4 часов. Как его зовут? Владислав. Кіровцев Владислав. Повезе Девочка нас. автовокзальная. Да. З Риги у Маленькая. Вільнюс. Повітав нас, пасажирів. Разворотик. Это классно. Да, так розворотик. І ось поглядите на гэтыя рыночные уже у темры, і яны подсвечиваются. Ну, як Олег каже, їх 4 таких великих Павильон. павільйона, і яны, може, були побудовані коли? Ну, я думаю, что это где-то в конце 19 У конце 19 століття ще. Там Уявляєте? арочные эти металлические конструкции, это да, Ага. как вот, это такая была мода и, в принципе, новый материал. Угу. Добре. Ось такі Что, вдоль идет, там будовлі йдуть. новые какие-то Да, новые. боковые, ну, всякие разъезды. Да. Будет там будовля йде, будуть роз'їжджатися. Развязки будут, Розв'язки. ветреные развязки. Угу.
Никита. Вот усик так само мигает. Поехали, разъезжаются. Так само на выезд уже, мы за ими. Не, мы уже у інший бок. Мы уже у інший бок. Вот праз канальчик переезжаем якраз. Ось водичка застається. И ось эти павильоны. Ой, сколько мужчины. Turgus эти. Ekspres, kuri Baltijos šalyse siūlo aukščiausios kokybės, patogiausias ir aplinką tausojančias keliones. Autobuse veikia nemokamas belaidis internetas, tarp sėdynių rasite elektros prietaisams įkrauti. Ant priekinės sėdynės yra Lux TV ekranas su daugybė pramoginių kanalų. Iš autobuso vairuotojo galite įsigyti ausines už 1 eurą. Autobuso viduryje yra kavos aparatas, kuriuo galima naudotis nemokamai. Autobuse yra tualetas. Įsijunkite telefoną į tylųjį režimą. Taip pat primename, kad rūkyti ir vartoti alkoholį yra draudžiama. Jūsų ir kitų keleivių saugumui užtikrinti privalu prisisegti saugos diržą. Lux Express linki jums patogios kelionės. Dārgais pasažieri, paldies, ka esi izvēlējies Lux Express, kvalitatīvāko, ērtāko un videi draudzīgāko pārvietošanās iespēju Baltijas valstīs. Autobusā ir pieejams bezmaksas Wi-Fi, elektrības kontaktlīgstu ierīču uzlādēji atradīsies starp sēdekļiem. Uz priekšā esošā sēdekļa ir Lux TV ekrāns ar plašu izklaides programmu. Jūs varat iegādāties austiņas pie autobusa vadītāja par 1 eiro. Bezmaksas karstie dzērieni ir pieejami kafijas automātā, kas atrodas autobusa vidusdaļā. Lietošanai ir pieejama arī tualete. Lūdzu pārslēgt savu tālruni klusuma režīmā. Un atgādinām, ka ir aizliegts smēķēt un lietot alkoholu autobusā. Savai un pārējo pasažieru drošībai obligāti piesprādzējies ar drošības jostu. Lux Express novēl tev ērtu braucienu. Dear passenger, thank you for choosing Lux Express, the highest quality, most comfortable, and environmentally friendly travel option in the Baltic states. During your journey, you can use free Wi-Fi, and to charge your devices, you can find a power outlet between the seats. In front of you, there is a Lux TV screen with plenty of entertainment. You can buy headphones from the bus driver for €1. Free hot drinks are available from the coffee machine, which you can find in the middle of the bus. The toilet is also open for use. Please turn your phone on silent mode, and we remind you that smoking and alcohol consumption are not allowed. For the safety of you and other passengers, wearing a seatbelt is mandatory. Lux Express wishes you a comfortable trip. Ми прослухали, я так міркую, на 3 мовах. Усіх балтійських. Перша була литовська, потім латишська і третя була естонська. Не было эстонской. Не було Литовская, латышская, английская. і ангельська. Ось так. А мені показалось, що перша була. Ось, ну і in English мы уже все зразумели, что это лепше экспресс, вот эти вот автобусы этого. За евро можно включить телевизор. Не включить, можно взять наушники. Но евро можно заплатить тогда. Так, за Тогда телевизор, наушники предлагают. И также так само сюди входять безплатні напитки гарячі, які розположені усередині. І вони, до речі, розположені ось прямо ось тут. Ми сидимо насупроть їх. Тут машини немає. Тут його сказали, тут десь. І тут є пакетики горбатые. Да, мы заезжаем на мост, пакетики горбатые, и там стаканчики, и они ведут где кипяток, где этот. И там же прибиральня вниз спускаться. Можно користаться, сказали. Ну, наша дорога займет где-то 4,5 години. Мы выехали в 16:30 и к 9 будем.
Это река? А, вот на подвесному едем. Это тоже подвесной, но новый, конечно, другой. Это новый, другой. Ось, ми, сябри, ми ось пересікаємо ось з того боку, вон там бачна река, і ми з нею розвітуємося. Да, впава, вон вона, бачна. Ось, і ми пересікаємо реку по такому подвесному мосту и переезжаем на левый уже берег. Будем покидать, поступово будем покидать рыбу. Ну что, сябры, ось так мы выехали, уже выезжаем из Риги. Я криху вам показала, а лишь уже темно. И ты что, уже показываешь? Час розвітуватися. Час розвітуватися. Великий дякую за те, що проглядели наші відео, нашу роботу. Сподіваємося, що вам було цікаво. Ще раз інший раз з Крисмасом. Да, just for fun, так, без фанатизму. І щасливой нам дороги. И уже в покой дорогу сестры. С вами была господарыня Марьяна и господарыня Сапожным привитанием из Риги, из Латвии. Покой.